14 квадратных метров размер небольшой комнаты. Но этого хватило, чтобы утро 3 февраля стало траурным для Зеленодольска. Пожар оборвал жизни 3 человек. 2 мужчин и 1 женщины. Одна пострадавшая в больнице, ее здоровью сейчас ничего не угрожает. На место происшествия выезжали 27 спасателей, 7 единиц спецтехники ликвидировали этот пожар. Давайте посмотрим кадры, которые нам отправили сотрудники МЧС буквально недавно. Вот ты горел, женщину здесь мы где нашли ее? Там уже никого не было здесь. Пожарные оперативно справились с огнем. Во время тушения были эвакуированы 9 человек, в том числе 2 детей. В 2 часа 48 минут на ЦППС 8-го пожарно-спасательного отряда по системе ГЛОНАСС-112 поступило сообщение о пожаре в комнате 9-этажного кирпичного многоквартирного дома по адресу город Зеленодольск, улица Чапаева, дом 1. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Как видите, вот здесь рядом в комнате очень много бутылок из-под алкоголя. Нам удалось пообщаться с женщиной, которая чудом выжила в этой страшной трагедии. Она потеряла своего сожителя и еще с одним соседом, который готов был выпрыгнуть из окна для того, чтобы остаться в живых. Уф, я не могу. Тяжело мне. При мне умер он. Руслан. Вот проснулась, задыхаюсь. Понять не могу, да что такое, и начала кашлять. Свет начала включать, света нет. Вчера они пьяные были просто, я не знаю, или плиту забыли, и проводка у них плохая. Тут соседи все убежали, даже без носков, в одной футболке. Сразу после трагедии на место происшествия выезжал городской прокурор. Предварительная версия пожара – непотушенная сигарета или неисправный обогревательный прибор. Сейчас это выясняет следствие. По предварительным данным, причиной трагедии послужило неосторожное курение. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Как нам стало известно, данное общежитие 1976 года постройки с 2024 находится на балансе Зеленодольского района. Местные жители называют здание Чапайкой или странным домом, считают его неблагополучным. Сгоревшая комната была в муниципальной собственности. Там зарегистрированы 2 человека, но не те, кто погиб в пожаре. В таком состоянии в принципе не может находиться дом. Это не первое ЧП с общежитиями в Татарстане. Ровно 2 месяца назад в Бугульме произошел подобный пожар. Тогда 2 детей оказались в больнице. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых приборов. Тогда даже в администрации района были шокированы условиями, в которых проживают люди, и задались вопросом, почему объект не включен в программу капремонта. Этот вопрос актуален, пожалуй, и для Зеленодольска. Неделю назад общежитие назвали проблемными объектами на брифинге в Доме правительства, когда обсуждали безопасность газового оборудования. В республике их 177, и при такой форме собственности имущество вроде бы общее, а ответственность ничья. Всего с начала года в Татарстане произошло 276 пожаров, пострадали 15, погибло 14 человек. Ильшат Низамединов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Зеленодольск.